Ток-шоу с Сергеем Макрушиным. Продолжаем эфир радио Крым Реалии. Сергей Макрушин у микрофона, в том числе и для того, чтобы напоминать вам о том, что нас можно слышать на частоте 105,9 FM. Если плохо слышно там, то переключайтесь на онлайн-трансляцию на сайте Крым Реалии. Трансляции наших эфиров также доступны на Facebook и YouTube страницах проекта Крым Реалии. Там же вы можете общаться, задавать свои вопросы, комментировать происходящее. У вас есть шанс непосредственно попасть к нам в эфир по телефону. Если вы слышите нас в Крыму, набирайте 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Ну, давайте повернемось до питання культури, пишет нам комментатор Святослав Шевчук. Ничего не имею против, давайте вернемся к вопросу культуры. Итак, у нас в гостях программный директор Крымского дома Алим Алиев. Привет. Привет, добро. Итак, поговорим мы о развитии крымско-татарской культуры как в Крыму, так и за пределами Крымского полуострова. В конце сентября во Львове прошли украинско-крымско-татарские поэтическо-прозаические чтения «Собирая крымский инжир». Давай с этого мы начнем наш разговор. То есть крымский инжир — это такой, можно сказать, да, конкурс ежегодный, который проходит по его... Уже ежегодный. Уже ежегодный. Да, надеюсь, да. Да, по результатам которого издаются сборники. Да. Вот расскажи об этом, почему это важно, почему важно, чтобы вот во Львове, например, проходили такие чтения, и почему важно, чтобы это был украинский и крымско-татарский языки. Вот, собственно, ты вспомнил форум издателей во Львове, да, книжный форум, и это одно из самых крупных мероприятий таких книжных в Украине в принципе, и для нас было важно не просто презентовать антологию «Крымский инжир», но и сделать совместное чтение, когда украинские и крымстарские поэты читают друг друга в переводах, например, да, и пришло очень много людей, там 150, как для литературных таких событий, где это очень достаточно большое количество, да, и мы 1,5 часа как раз-таки говорили о литературе, говорили о, в принципе, том, как поэзия, проза современная формируется и в Крыму, и о Крыме здесь, на материковой части Украины. И это, конечно, в принципе, для меня очень интересный интеллектуальный процесс сам по себе. Мы в этом году решили быть снова смелыми и запустить второй раз конкурс «Крымский инжир», да, потому что в прошлом году он прошел достаточно успешно, да, и сейчас осталось 2 недели, как раз-таки вот наши слушатели, зрители, я не знаю, они видят нас, нет? Видят, отлично, да. Вот, и могут подавать свои работы. Это проза, поэзия, детская литература и это переводы, что самое важное. Поэтому что дают... у нас есть вот такой уже, наверное, цикл. У нас был конкурс, потом фестиваль, потом антология. Сейчас, например, мы говорим с крымстарскими музыкантами и с украинскими поэтами для того, чтобы попытаться сделать совместный украино-крымстарский проект музыкальный. И мне кажется, что это очень хорошая вещь, чтобы помнить о Крыме. Сколько участников вот было в прошлом году? В прошлом сколько участников году было в этом? 130 с чем-то участников. Мы отобрали 30 лучших работ в антологии, а финалисты были в каждой категории по 3 финалистов и победитель, понятное дело. Вот. И в этом году я ожидаю, что работы, возможно, будет меньше, потому что в прошлом году люди все, что написали за предыдущие годы, отправили нам. Но ожидаю, что качество работ будет лучше. Много ли авторов, которые вот пишут на крымско-татарском языке? Достаточно немного, и мы стимулируем и крымстарских авторов для того, чтобы присылали свои работы. Вот знаешь, что бывает очень часто? И когда люди стесняются, когда люди думают, что их работа не на должном уровне, мы всех призываем присылать эти работы для того, чтобы чем больше работ, тем
качественнее они могут быть и будут становиться с каждым годом, да. И у нас хорошие члены жюри, которые могут отбирать и давать рекомендации, например. Далее поговорим непосредственно с Крымом. С нами на связи Эдие Муслимова, главный редактор детского крымско-татарского журнала «Арманшик». Эдие, доброе утро. Сабалар Хайр, доброе утро. Доброе утро. Итак, несколько слов о вашем издании. Кто его аудитория? Это детский журнал, но на самом деле, кто является вашими подписчиками, кто потом с вами коммуницирует после выпусков журнала? Расскажите. Ну, вообще мы его представляем как развивающий познавательный журнал для детей от 5 до 10-12 лет. Но сейчас так получается по отзывам наших читателей, что это является семейным журналом. Таковы реалии. Мы знаем, как тяжело сейчас с языком. И родители тоже вместе с детьми обучаются, читая наш журнал. Темы... Поэтому я так думаю, что он является и семейным, наверное. Семейный журнал. Расскажите немного о темах, о которых вы пишете вот в этом издании, которое по факту, да, как вы говорите, семейное. Темы у нас 40, около 40 тем различных. И мы представляем детям нашим читателям, можно сказать, и классиков, наши произведения классиков, и произведения это поэтов, и произведения самих детей, родителей. Вот там бабушки нам пишут, дедушки, учителя пишут. Потом у нас тема, которая вот является именно, наверное, я думаю, что объединяет всех членов семьи, у нас тема вот история Крымского ханства мы детям показываем. На каждой странице мы рассказываем из номера в номер о нашей истории, о наших крымских ханах. Потом у нас есть история о наших великих людях. Мы тоже детям показываем. И также в прошлом, и современные. В общем, там, если сейчас перечислять, это такое очень большое получится. В середине сентября в Крыму прошла первая крымско-татарская книжная ярмарка, и, насколько вот я понял из фотографий, которые видел, вы тоже принимали участие. Расскажите об этом мероприятии, насколько оно важно, да, это первое, да, если, ну, я правильно понимаю, раньше ничего подобного не было? Я немножко, честно говоря, если откровенно быть, я немножко скептически к этому отнеслась. Ну, как это? Допустим, в воскресенье, в 10 утра. И вы знаете, там в 10 утра, когда открылись двери, хлынула толпа, и она просто была постоянно, люди приходили. Спасибо организаторам, потому что действительно это было очень интересно, это было поучительно. Это было у нас был прямой диалог с нашими читателями. К нам подходили, вот в том числе к нашему журналу. И вот подходили и говорили, вот почему я говорю, что у нас семейный журнал, потому что подходили взрослые и говорили, вот мы читаем, мы сами учимся. И вы знаете, я бы вообще предлагала бы по всем регионам провести такие ярмарки, потому что, приезжали в основном, хотя были с Судака, кстати, были с поселка Ленина, были с Судака. То есть, кто хотел, он приехал. Но мы хотим, желательно бы расшевелить всех, потому что, вот, допустим, ездить по регионам и предлагать, и показывать, да, у нас есть что показать сейчас. Спасибо вам. Напомню, что с нами на связи была Эдие Муслимова, главный редактор детского журнала «Арманчик». Я напомню, что в нашей студии гость Алим Алиев, программный директор Крымского дома. Итак, да, по итогам вот этого разговора, что скажешь о важности, да, насколько важны такие издания, которые существуют в Крыму и которые общаются со своей аудиторией, очень молодой аудиторией, и не только, на крымско-татарском языке? Вот если посмотреть вообще на тему ценностей, как формируются ценности человека, то мы должны понимать, что уже к 15-16 годам человек уже с сформированным набором ценностей, на которые влияют и школа,
и дом, и родители, и в том числе и образование. И Иудея Ханум достаточно благородная миссия. Она, я извиняюсь, помогает как раз-таки формировать вот эти базовые ценности в крымстарских детей относительно понятия добра и зла, относительно понятия родины, там, патриотизма, важность изучения крымстарского языка, да, и так далее, так далее. И тоже в контексте и книжной ярмарки, да, вот таких событий, конечно же, если в Крыму будет проходить намного больше, это было бы отлично, потому что мы знаем, что организаторы своими силами ее сделали, эту ярмарку, да, и представили много и хороших книжек, и сделали много дискуссий, разговоров важных, которые сегодня важны для крымстарского общества как в Крыму, так и за пределами Крыма. И мы должны, конечно же, в любом, те, кто соотечественники находятся как на континентальной Украине, так и в диаспорах, помогать таким проектам. Потому что сохранение языка и сохранение идентичности, и это, кстати, касается как раз-таки и украинской идентичности в Крыму тоже, это один из важных вопросов, над которыми мы сейчас должны работать, пока идет оккупация. Ну вот хотелось бы еще такой вопрос задать относительно идентичности, да, мы говорили о важности общения на родном языке, и я отслеживал публикации об этой крымско-татарской книжной ярмарке, и очень многие участники говорили о том, что очень мало авторов, которые пишут на крымско-татарском языке, очень большая проблема с этим, и это понятно, потому что трагедия депортации, она ударила в том числе и по крымско-татарскому языку. Что сейчас происходит с обучением на крымско-татарском языке, с обучением крымско-татарскому языку, как в Крыму, так и здесь, на материковой части Украины? Вот это ты задал очень хороший вопрос, потому что в Крыму там количество крымстарских школ сократилось вдвое. И если родители не проявляют активность, то дети могут изучать язык после 3 часов дня, да, то есть как вариативную часть, когда уже дети уставшие, когда уже голова не работает, когда они хотят домой. А если родители активные, то они, если достаточно большая критическая масса крымстарских детей в классе, например, то родители пытаются там создать хотя бы класс с более глубоким изучением крымстарского языка. А здесь же, на материковой части Украины, проблема также есть в обучении. У нас только есть одна школа, где есть крымстарские классы, да, это в Херсонской области. Сейчас вот в Крымском доме мы буквально через 2 недели запускаем снова курсы крымстарского языка для группы той, которая вообще не говорит, и такой разговорный клуб для тех, кто пытается говорить, да, для того, чтобы стимулировать и давать эти практики. Да, у нас мы подобрали хорошего преподавателя, и, надеюсь, это также даст. Но, как ты понимаешь, это только одна из небольших компонентов. Да? Важно, я вот сейчас говорю Министерству образования, уже несколько раз мы встречались по этому поводу, что очень важны онлайн-курсы по изучению крымстарского языка, по изучению украинского языка и еще по 2 очень важным предметам: история Украины и история Крыма. Мы понимаем, что в Крыму дети, которые сейчас новое поколение подрастают, они не имеют такой возможности. Да? Относительно истории Крыма, то она абсолютно русофильская и пропагандистская. Да? То есть они дают этот русский нарратив нарратив вот этот, абсолютно, да, вот, имперский, начиная с первой аннексии. Да? Вот, поэтому... Относительно же снова же крымского инжира, мы вот просим и поэтов, писателей, переводчиков присылать свои работы для того, чтобы были и много работы и на крымстарском языке, и на украинском языке. У нас билингвинальный конкурс. Часть крымско-татарских писателей и поэтов пишут на русском. Да? И сейчас идет даже в середине народа дискуссия, а можно ли считать
крымстарского поэта, либо писателя, пишущего на русском языке крымстарским, что это крымстарская литература. А Да. твое мнение какое на этот счет? Для меня, например, есть несколько показательных вещей. Да? Поэзия Буджурова или Буджуровой конца 80-х о возвращении в Крым — это та поэзия, которая в свое время стала дополнительным драйвером для народа, чтобы вернуться. И я считаю, да, это крымстарская поэзия, да, написанная на иностранном языке. А некоторые более консервативные мои коллеги считают, что только там поэзия либо проза, написанная на крымстарском, имеет право считаться национальной литературой. Продолжаем эфир. Напомню, что в гостях в нашей студии Алим Алиев, программный директор Крымского дома. Далее мы будем говорить о, наверное, интеграции, да, крымско-татарской культуры в общий культурный дискурс на материковой части Украины. С нами на связи Джемиль Мамутов, участник крымско-татарской панк-группы «Шатур Гудур». Джемиль, доброе утро. Привет, доброе утро. Да, недавно Шатур Гудур принимала участие в серии концертов Крымского дома, которые вот как раз были приурочены к Дню независимости Украины, и вы отыграли в нескольких городах Украины. Расскажите о том, как публика принимает крымско-татарский панк-рок на крымско-татарском языке. Ну, это достаточно интересно, потому что, когда ты играешь, мне лично казалось, что люди, которые сидят в зале, они как раз-таки ничего не понимают, но как только заканчивается концерт, то сразу будет шквал аплодисментов, и еще просьбы сыграть какие-нибудь песни, то есть все-таки получается достучаться, что ли, эмоционально. Вот, люди в целом понимают, конечно, песни, которые вот у нас есть интегрированы, там, Украина, русскоязычные, вот они, конечно, больше западают. Песни, которые там, где есть слова, которые похожи на русский и украинский язык. То есть мы как панк-группа, мы свое дело делаем. Мы веселим и как-то цепляем, что ли, я так могу сказать. Вот. Но до конца, конечно, было бы неплохо, наверное, еще добить какой-то текстовкой, то есть я бы так это назвал. Вообще, в целом, конечно, очень хорошо принимают, очень интересуются и всегда спрашивают, почему так, что вы делаете, что вы играете, что вы хотите донести. То есть это очень прикольно. Нет равнодушных, никогда не было равнодушных людей. То есть интерес появляется, да, после того, как уже непосредственно с вами познакомились, вас увидели на сцене, уже люди дальше интересуются. Растет ядро вот аудитории вот после таких концертов? Максимально просто. Алло. Да, спасибо, Джемиль. Джемиль Мамутов был с нами на связи, участник группы «Шатур Гудур». «Шатур Гудур» играет крымско-татарский панк-рок, и группу «Шатур Гудур» можно было видеть в Киеве, например, и не только в Киеве, на концертах Крымского дома. Крымский дом объединяет сердца, так называлась эта акция. Расскажи немного об этих концертах. Я вот немножко добавлю там к комментарию Джемиля относительно вот этой «Шатур Гудура». Да? Для нас было важно, и сейчас это одна из наших генеральных линий Крымского дома, показывать крымстарскую культуру в современном виде, что крымстарская культура может обрамляться в современные формы, и она может быть и будет интересна не только крымстарскому народу, да, она идет намного шире. Поэтому, например, и огромный наш 7-часовой ОПНР-концерт здесь, в Киеве, который прошел на День независимости, когда пришло большое количество людей, да, и когда музыканты выступали, и украинские, и крымстарские, оно вот давало вот это понимание, что, вау, культура развивается, да. Мы поехали в Краматорск, Шатур Гудур, да, и мы отыграли на центральной площади, да, и местные жители, они подходили, подтягивались, для них в принципе, услышать крымстарский язык впервые было удивительно. А еще и увидеть хорошую, и услышать драйвовую музыку, это также важно. Отдельно еще также скажу относительно текстов шатуров. Да, Джемиль сказал, что они такие драйвовые и развлекательные, но тексты имеют очень сильную социальную подоплеку. Да, и это важно и для крымских татар, да, в том числе, когда
Есть очень разные тексты на социально острые темы, да, и начиная от ассимиляции, да, там, заканчивая там, 90-ми и трудным социальным тогда положением, да, либо вопросом языка. То есть это говорит о том, что культура не законсервирована, да, она продолжает развиваться. Я очень надеюсь на это, и поэтому еще вторая наша генеральная линия – это всегда в наших мероприятиях приглашать деятелей культуры, либо артистов в широком смысле из Крыма. Продолжаем эфир. Я напомню, что гость нашей студии Алим Алиев, программный директор Крымского дома. Говорим мы о развитии крымско-татарской культуры как в Крыму, так и на материковой части Украины. Я напомню номер телефона 8 800 10 06 926. По этому номеру нам можно дозвониться, если вы слышите нас на территории Крымского полуострова. Если вы слышите нас на материковой части Украины, 044 490 31 18. Также напомню, что наши прямые трансляции, в случае, если у вас по какому-то из каналов плохой сигнал, можно переключиться. 105,9 FM нас слышно в Крыму. Если плохо слышно, переключайтесь на сайт Крым Реалии. Из любой точки земного шара доступен сигнал нашей прямой трансляции. Также трансляции наших эфиров не только в аудиоформате, но и в режиме видеотрансляции вы можете видеть на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии. Там вы можете общаться, задавать свои вопросы, комментировать. Мы все внимательно читаем. Итак, продолжим наш разговор. Напомню, что говорим мы о развитии крымско-татарской культуры как в Крыму, так и на материковой части Украины. Насколько, вот, когда ты работаешь, да, в этой сфере, в этом направлении, насколько перекликаются темы, да, насколько вообще плотно держится связь с теми крымскими татарами, которые продолжают жить на Крымском полуострове? Но это у нас одна из ключевых задач, да, чтобы эту связь не просто не потерять, чтобы эту связь укреплять. А я считаю, что только посредством культуры, образовательных проектов, да, эту связь можно укрепить. И политики памяти, что важно, да. А потом там политика, медиа, это уже надстройки вот на этой основе ссоры, да. И я понимаю, что мы можем жить в достаточно разных контекстах, и мы живем в достаточно разных контекстах, да, но если мы перестанем говорить друг с другом, слышать друг друга, и я это называю сверкой часов, когда вот мы находим там точки соприкосновения, то вот это очень важная вещь. А если мы это перестанем делать, то мы здесь получим большой внутренний конфликт, конечно же. Когда одни будут говорить, вот вы уехали, а вторые будут говорить, вот вы остались, и там, ну вот, и закидывать друг друга претензиями, это худшее, что мы можем сегодня делать. Вот абсолютно. И это касается не только крымских татар, да, это касается наших, в принципе, проукраински настроенных людей в Крыму, да? И это очень важно доносить здесь украинцам, которые живут не только в Киеве. Да? Вот мы сейчас поездили по разным регионам. Мы видим, что иногда мы приезжали в достаточно ключевые, хотя нельзя не говорить, что там есть не ключевые города, да? Но крупные города, как Харьков либо Одесса, где крымских культурных событий, в принципе, не было за это время, да, и люди только вот по прошествии 5-6 лет начинают узнавать, что вот есть крымские татары, что есть политзаключенные, что есть вот литературные процессы, да, и это, конечно, такая Нет у людей важная сожаления вещь по этому поводу, что, мол, мы не знали, например, о Крыме ничего, к сожалению, а вот теперь узнали, когда он, к сожалению, не под контролем Украины. Понимаешь, у людей было другое понимание, что вот мы знали Крым через призму туристического там, потенциала в свое время, да, либо своих личных воспоминаний относительно там, поездок в Крым. Но если говорить о сожалении, что мы не знали культуры, конечно же нет, потому что мы живем в мире, где информация очень быстро устаревает, да, и очень быстро, и ее очень много, да, и чтобы донести эту информацию,
нужно говорить с людьми постоянно, да, нельзя делать там раз в 5 лет такие акции, нужно это поддерживать всегда, да, начиная от региональных телеканалов, да, заканчивая какими-то вот оффлайн встречами, да, где приезжают люди, которые могут рассказать и дать какой-то интересный контент, и при этом эти люди из Крыма. Продолжается осмысление трагедии депортации крымско-татарского народа, и это же, конечно, тоже связано очень тесно с тем, как развивается культура, потому что эта тема поднимается, она продолжает находить свое осмысление. Расскажи о вашем проекте. Вы собираете свидетельства тех людей, которые вот пережили эту трагедию непосредственно. Расскажи об этом. Я, наверное, начну с прошлого года, когда в прошлом году, это даже целая череда событий таких было. Февраль прошлого года я лечу по приглашению Яд Вашем и Музея Холокоста в Украине Ткума вместе с историком Гульнарой Бекировой. Мы летим в Иерусалим, в Яд Вашем. А Яд Вашем — это центр изучения Холокоста в мире, да, такой самый крупный. И мне тогда приходит несколько мыслей. В первую очередь мысль относительно того, что очень много у нас до сих пор еще не сделано в политике памяти. Да? Что это означает? Важно, когда вот есть травма у народа, да, и в нашем случае это депортация, да, у украинцев это Голодомор, у евреев это Холокост, да, и вот у каждого народа и вот есть такие избранные травмы, чтобы эта травма не привела к виктимизации, чтобы не привела к комплексу жертвы народа. Чтобы этого не было, нужно разрабатывать политику памяти, чтобы мы, вот наше с тобой поколение, младшие люди, чтобы они помнили об этом, но при этом вот себя не загоняли вот в этот дискурс травмы. И тогда мы в мае прошлого года вместе с украинскими и крымстарскими художниками, это был Влодка Кауфман, Рустем Скибин, большое количество других и художников, и операторов, и режиссеров, мы создали инсталляцию в Крымском доме. Это был медиа-арт и перформансы были. В этом году мы запустили летом проект «Тамрлар». Это переводится с крымстарского языка как «корни», где мы вот просим молодежь, мы просим людей среднего возраста в Крыму брать свои мобильные телефоны, либо там планшеты, приходить к своим бабушкам, дедушкам и задавать по нашему опроснику вопросы относительно депортации. Это занимает 30 минут, но это просто реально очень важно сделать сегодня. Потому что, слушай, я фактически каждый день читаю новости своих друзей, у которых умирают бабушки и дедушки. Эти люди физически уходят. Да? Если мы эти истории сегодня не сохраним, завтра мы никак их не восполним. Да? И поэтому мы просим эти истории присылать нам, мы их переводим на 4 языка. Есть сайт tamurlar.com, где вот есть все правила, как это сделать. Да? Это просто банально, легко, но это очень важно для будущего. И для я это называю хорошее чувство, внутреннее состояние народа, да, вот когда вот такие проекты реализовываются и помогают нам высвободиться вот от этих оков жертв. Продолжаем эфир. С нами Крым. На связи Эльзара Ислямова, генеральный директор студии «Караденис Продакшн». Эльзара, доброе утро. Доброе утро. Расскажите нам немного о работе вашей продакшн-студии, над какими темами вы прежде всего сосредоточены? Знаете, у нас очень огромный спектр тем, практически все, кроме политических, в силу определенных причин, которых вы знаете, что ими заниматься нельзя. Поэтому у нас все сферы культуры, все сферы образования, исторические проекты, весь этот пласт по культуре, это абсолютно все. Это и народные ремесленники, это и художники, понятное дело, это артисты, это детское творчество. То есть, мы стараемся охватить буквально вот все сферы, которые, в общем-то, существуют в Крыму, поддерживать их, стимулировать. То, о чем не могу не спросить, давно, кстати, хотел поговорить с вами об этом. Первая экранизация крымско-татарской сказки «Хыдыр-Дede».
Да-да. Расскажите о том, сколько человек уже, по вашим данным, увидели эту сказку, какие отзывы вам поступают? Знаете, мы считали приблизительно где-то около 20 тысяч человек в общей сложности, потому что прокат сказки у нас проходил почти в 3-4 этапа в нескольких кинотеатрах Симферополя. И, в принципе, всегда это была загрузка от 80% и выше. Отзывы, конечно, самые положительные. Мне кажется, наш народ, он настолько благодарный, когда все, что касается нашей культуры, истории, особенностей детского творчества, если это дарится людям, то всегда воспринимается очень тепло. И несмотря на то, что мы как бы знаем свои там, назовем так это, боками, да, такими кинематографическими, потому что сделали это впервые собственными силами. Там когда-то на АТР мы снимали Хайтарму, но все равно продакшн делал, конечно, с помощью там киевских специалистов. А тут абсолютно нашими руками. И несмотря на это, как бы, скажем так, первый такой пробный шар, он получился достаточно успешным, потому что люди окунаются в свою историю. Мы все-таки воссоздали Крым 18-19 века, вот уже очень красивый, он, конечно, о добре, то есть поэтому отзывы что от детей, что от взрослых, они очень положительные, потому что такой, знаете, настоящий Крым крымско-татарский, и это всегда греет душу, тем более, что наш народ, он всегда настолько испытывает определенный, знаете, дефицит, такое голодание кислородное вот в своей культуре, в своей истории, что любой вот такой проект, любой, а если он сделан на более-менее высоком уровне, а мы все постарались это сделать на хорошем, достойном уровне, техническом, да, там создали все эти костюмы, историческом, актерском, то, конечно, мы до сих пор получаем эти отзывы, что нас, в общем-то, и простимулировало дальше двигаться в этом направлении. Вот сейчас мы занялись съемками комедийного сериала. Вы бы хотели, чтобы эту сказку, этот фильм, да, и сериал, о котором вы говорите, чтобы его посмотрели не только зрители, да, из вашего ядра аудитории, вот крымские татары, да, чтобы это кино, например, могли посмотреть и там дети, да, других национальностей не только в Крыму, но и на материковой части Украины. Насколько было бы важно, чтобы вот как можно большее число человек вот посмотрели, таким образом соприкоснулись с крымско-татарской культурой? Это очень важно, это очень важно. Мы не должны там вариться в собственном соку, это естественно. Поэтому мы стараемся такой продукт произвести, который был бы конкурентоспособным и интересным всем. Не только потому, что там услышали крымско-татарскую речь и все, и сказали, ой, там, наши родные все любим, все нравится. Нет, крымские же татары точно так же находятся, смотрят различные там фильмы, да, сказки, поэтому есть с чем сравнить. Поэтому в этой связи мы, естественно, хотели, чтобы это интересно было не только крымским татарам, но и тем, которые хотя бы хоть маленький интерес имеют там к Крыму и крымским татарам. И тогда бы для них бы, по-другому бы, может быть, раскрылись, а может быть, или лучше еще раскрылись, более глубже. Поэтому фильм был с титрами, он идет с титрами, как с украинскими, с английскими, с русскими, естественно, с турецкими титрами. Поэтому мы попытаемся эту аудиторию охватить как можно больше. У нас была презентация в Киеве, в Москве, и там мы пока прокатывались в Киеве несколько недель в кинотеатре «Жовтень», и насколько я знаю, что приходило далеко не только крымские татары. Поэтому сейчас у нас ведутся переговоры с несколькими телеканалами, и я надеюсь, что эту сказку могут посмотреть многие. Нам очень это важно. Мы, в принципе, такой народ, который не замыкаемся внутри себя. Мы, в общем-то, что-то подпитываем извне, но и даем много что внешнему миру. Еще одна история, сохранение которой во многом ваша заслуга, это детский конкурс «Канлы СЭС». Расскажите о том, почему важно было сохранить эту историю, насколько важно существование этого конкурса для детей, его главных участников. Вы знаете, это была наша, наверное, стоило Карадыни создавать и сохранять только с тем, чтобы сохранить этот конкурс. Будучи, когда был АТР в Крыму,
Я поражена была, насколько, какой сумасшедший спрос на этот конкурс. Ежегодно принимало участие около 500 детей, причем лучших детей. Их готовили, это был такой, знаете, огромный конкурс всего Крыма, когда многие национальные школы, не только музыкальные там, или творческие, но, в общем-то, национальные школы подключались к этому проекту. Мы видели, какое количество детей участвует не крымских татар. Ну, там, естественно, что главное исполнение было либо крымско-татарского танца, либо крымско-татарской песни. Дети готовились на протяжении года. Им было важно пройти все эти отборочные туры, когда в конце выйдет из 500 человек 25. И, понимаете, мы понимаем, что из этих детей там далеко не будут все артисты, и, собственно, это не преследовалось, этой цели. Главное, что дети погружались опять-таки в нашу крымско-татарскую культуру, да, они пропитывались вот этим патриотизмом, вот любовью ко всему крымско-татарскому. Мы вот этим конкурсом действительно воспитывали, вот знаете, как давали такую вот, ну, в хорошем смысле, инъекцию такого качественного патриотизма. Ну и, конечно, это сумасшедший праздник. То, на каком он уровне проводился всегда, в таком вот на достойном. Это был самый лучший конкурс в Крыму, не побоюсь этого слова сказать, среди абсолютно всех творческих, для разных национальностей. И когда АТР был вынужден переехать в Киев, и мы понимали, что там создать такой аналогичный конкурс, также продолжить его в таком же качестве будет, ну, сложно, потому что, ну, крымские татары все-таки в Крыму. И ездить там, выступать, создавать вот так вот масштабно, все-таки вычесывать его и все-таки на арену представить самых лучших, представлять детей, это было бы немного сложно. И мы очень долго достаточно вели переговоры с собственником телеканала АТР, Ленуром Ислямовым, чтобы он все-таки, ну да, как этот бренд принадлежит ему и формат принадлежит ему, но мы все-таки смогли его уговорить, и он тогда как бы дал согласие, что хорошо, проводите в таком формате, но придумайте название другое. Что мы, собственно, и сделали. И мы видим, что с каждым годом, то есть несмотря на то, что у нас нету телевидения, у нас есть портал, ну, который, в принципе, уже имеет 120 тысяч подписчиков, но на тот момент это не было столько далеко, то мы видим, насколько люди, то есть насколько он стал все равно продолжал быть популярным. И вот мы его не перестаем его делать, и мы иногда думаем, наверное, какой-то год мы не найдем столько талантливых детей. Нет, их становится еще больше и больше и больше. Это уже, знаете, такая вот традиция складывается, что родители, дети, они хотят в этом участвовать. Да, они приобщаются к крымско-татарскому языку, что очень важно, когда они поют песни, они находятся много отборочных туров, они постоянно общаются с наставниками своими. То есть это не просто один концерт, это целая жизнь. И более того, после этого мы еще даем некую путевку в жизнь, потому что сколько детей потом продолжают свое вот творчество, мы дальше их привлекаем в свои проекты другие. Поэтому, ну, вот он очень важный, так, если уже заключить, супер важный. Спасибо вам. Напомню, что с нами на связи была Эльзара Ислямова, генеральный директор студии «Караденис Продакшн». Поговорили мы немного о том, над чем работает студия, наверное, о самых важных проектах поговорили. Напомню, что у нас в гостях Алим Алиев, программный директор Крымского дома. Вот продолжение жизни там в Крыму, несмотря на все, несмотря на все обстоятельства, которые мы все прекрасно понимаем, продолжение культурной жизни и развития культуры. И главное, что ребенок, да, крымско-татарский, он с детства может находиться вот в этой культурной среде. Насколько это важно сейчас для процесса восстановления, да, народа на своей родине? Вот ты знаешь, я абсолютно уверен, что все, что ты делаешь сейчас, находясь в Крыму, для развития языка, культуры, и для того, чтобы твой ребенок вырастал патриотом в хорошем смысле слова, это великая миссия. В принципе, есть такое понятие, как творческое напряжение. И это творческое напряжение, когда есть среди какого-то сообщества, либо среди народа, это просто неимоверно важная вещь. Потому что это дает, в принципе, толчок к развитию самого народа. Да? В 21 веке, где снова же все очень быстро происходит и меняется, если не будет этого творческого напряжения, у нас не будет ни новых форм проявления культуры, и более того, мы не будем конкурентными в мире, начиная от бизнеса, заканчивая наукой, спортом и так далее. Да? Вот об этих вещах мы
точно не должны забывать. И все, что мы можем сделать отсюда, с материковой Украины, для того, чтобы такие инициативы поддерживать, мы должны это делать. Потому что я понимаю, что мы можем здесь просто часами рассуждать, что мы, какие проекты можем создавать в Киеве, но пока мы не усведомимо, да, то есть не поймем важность таких проектов в Крыму, то нам очень тяжело будет двигаться. Напомню, номер телефона 8 810 06 926. У нас буквально минута осталась до конца этого эфира. Но что можно сказать? У нас много комментариев, я их потом обязательно почитаю, да, посмотрю, что там пишут. Напоследок, наверное, да, вот у нас буквально минута осталась. Давай как-то подытожим наш разговор. Что бы могло помочь, да, развитию крымско-татарской культуры сейчас, как в Крыму, так и на материковой части Украины, и не только в Украине, мы знаем, что в Турции тоже развитие определенное происходит. Что могло бы посодействовать? Первое, понимание всех, и не только деятелей культуры, да, а понимание и политиков, в том числе крымско-татарских, что культура — это один из основных базисов, что это не та вещь, которая, там, которую можно использовать в каких-то вещах, да, а это один из основополагающих элементов развития и сохранения народа. Второе, мы должны понимать, что мы должны быть конкурентными и в крымтарской среде, и в украинской среде, и в мире, для того, чтобы сохраниться и сохранить народ. И третью вещь, которую мы должны помнить, что мы должны всегда искать что-то новое, мы должны экспериментировать, но не забывая о корнях. Спасибо. Алим Алимов в гостях радио Крым Реалии, программный директор Крымского дома. Сергей Макрушин для вас провел этот эфир. Напомню, что вы можете нас не только слышать, вы можете видеть нас на сайте Крым Реалии. Там же есть контакты, по которым вы можете с нами связаться и рассказать о своих темах. Пока.